Привет всем! Сегодня я решил видео сделать. Я, конечно, хочу обратиться к президенту, но не нашему, а президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Точнее, не обратиться, а поздравить, как говорится, с одним событием. Вот недавно была встреча Путина с нашим президентом Джапаровым, где он подарил меч. И про это там разные толки идут, да? Разные толкования. Я бы хотел сказать, да, в истории было. Обычно короли друг другу мечи дарили. Это означало военный союз, что друг на друга никогда меч не поднимут. В общем, вот такое значение было. Ну, в современном мире сейчас мечи не дарят. Ну, есть места, где дарят. Но ее значение другое. Сейчас где дарят. Ну, например, мне меч тоже подарили. Вот такой меч. Вот такой у меня меч подарили. Ну, правда, ее мне дарили, когда я из тюрьмы выходил, в СИЗО. Вот здесь тут даже написано, мне прочитали, Тимирлану Урмукову, от братвы, хата 127. Вот, значение, ну, для того, чтобы это меч заслужить, надо перед братвой какие-то заслуги иметь. И самое главное, признать понятие, то есть это закон братвы признать. Раз человек, прежде чем принять, должен подарок такой принять, должен признать понятие, законы братвы. Я признал, я уважаю братву. И я думаю, раз уж Владимир Владимирович принял меч, значит, ему только осталось выбрать себе прозвище, кличку или так называемую погонялу. Например, предложили мне несколько погонял. Ну, выбрал я, конечно, отрицалу, потому что у меня в связи с все мои проблемы, связанные с властями, начались из-за стиха, который я написал про Атамбаева, что впоследствии привело меня в тюрьму, в СИЗО. Вот, поэтому Владимир Владимирович, вам следует принять теперь погонялу. Ну, я вам предлагаю, ну, я не знаю, что архисмотрящий или архиположенец, или просто братан Боб, или Вовка, братан, думаю. А так я вас поздравляю с наступающей весной. И я действительно, как вы в своем выступлении сказали, что тесный союз сложился, что добрососедское отношение. Ну, раз уж, как говорится, вас приняли братву, думаю, действительно, тесный союз. Вам теперь только осталось выучить понятие, что такое. Ну, первые два я скажу, что такое понятие. Понятие – это уклад жизни братвы, братвой оставленный, вором поставленный, как говорится. И там основное, что такое честь и достоинство. Честь и достоинство – это не быть ни ниже и не выше себе равного. Ну, остальное у Садра Джапарова спросите, все-таки он 3 года сидел в тюрьме, и он знает об этом. Поэтому я думаю, вы остальное вам поймете. Это, конечно, я в порядке шутки говорю, но все-таки насчет меча я пояснил. Что я скажу нашим властям? Там много говорят, ты вот продираешься к президентам, то одному, то другому. Теперь вот Путину, да, скажут. Заранее скажу, это мой ответ на судебное решение судьи Бейшеевой и Абдуллаева, который судья Абдуллаев прекратил уголовное дело на основании не реабилитирующей меня статьи, потому что я так и остался, я не знаю, я не преступник и не гражданин, но остался привлеченным к уголовной ответственности. Судья Бейшеева по моим стихам я обращался в суд, и она какое-то странное решение вынесла, которую я апелляцию подал, не принимали, и это вот мой ответ вам. Ну и дальше, в дальнейшем и будут мои ответы. Теперь уже за пределами нашей страны я буду отвечать на ваши незаконные действия. Я всегда изначально так и делал, когда по стихам меня привлекали. Я отвечал стихами и генеральному прокурору, министру внутренних дел. Также я в этом, пока законное решение не будете принимать, я буду отвечать. Мне без разницы, кто там будет сидеть на троне у нас. Зэк сидеть будет, или там, пусть даже, если даже гей там сядет, мне без разницы, но закон должен соблюдаться. А в Кыргызстане наша конституция не запрещает, человек защищает свои права и интересы всеми доступными способами. И это одна из моих способов защиты моих прав и интересов. Поэтому, если кому не понравилось видео, я прошу извинить. Владимир Владимирович, я вас поздравляю, братан Боб, еще раз с вступлением в нашу братву.
Спасибо за внимание.